Российские спортсмены заняли первое место в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Болгарии. Россию в этой дисциплине представили Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев и Александр Евтушенко. По итогам двух соревновательных дней в активе россиян 4 комплекта медалей. Ранее мужская и женская сборная первенствовали в командном спринте. Также бронзу в копилку сборной принес Сергей Ростовцев, выступавший в гонке на выбывание. Чемпионат Европы завершится 15 ноября. Футболисты сборной России сыграли в ничью с командой Молдавии в товарищеском матче. Встреча прошла в Кишиневе и завершилась со счетом 0-0. Отметим, что ничья в этой игре отнимет у российской команды 3 очка в рейтинге FIFA. В данный момент подопечные Станислава Черчесова располагаются на 43-й строке. Сборная Молдавии идет на 175-й позиции. В следующем матче россияне в рамках групповой стадии Лиги наций сыграют с турками. Встреча пройдет в Стамбуле 15 ноября. Напомним, за 2 матча до конца предварительной стадии турнира российская команда с 8 очками возглавляет группу 3 Лиги Б, опережая венгров, идущих вторыми на 1 балл. Французский футбольный клуб «Монако» намерен сохранить в составе полузащитника сборной России Александра Головина. Об этом заявил спортивный директор монегасков Пол Митчелл. Также руководитель отметил, что россиянин хорошо встроен в команду и что у него еще есть потенциал для роста. Головин подписал контракт с «Монако» летом 2018 года. За клуб 24-летний полузащитник провел 67 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. В текущем сезоне россиянин не принимает участие в матчах с 30 августа из-за травмы, которую он получил в матче второго тура против Метца. Россияне узнали имена своих соперников по групповой стадии итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Жеребьевка прошла накануне. Данил Медведев сыграет в группе Токио 1970 вместе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Андрей Рублев попал в квартет Лондон 2020, где ему конкуренцию составят испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и действующий победитель турнира грек Стефанос Циципас. Отметим, что 24-летний Медведев во второй раз подряд сыграет в итоговом турнире, а вот для 23-летнего Рублева этот розыгрыш станет дебютным. Итоговый турнир ATP пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. Петербургский СКА в гостях со счетом 8-1 выиграл у подольского «Витязя» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей отличились Миро Алтанин, Лукас Бенгстон, Игорь Ожиганов, Данила Ганилюк, Василий Токранов, Василий Подколзин, Иван Морозов и Йонас Кемпайнен. Единственную шайбу хозяев льда забросил Александр Лергачев. СКА занимает второе место в турнирной таблице западной конференции, набрав 31 очко. Подольский клуб идет 7-м, имея в активе 25 пунктов. В следующем матче СКА на выезде сыграет с Череповецкой Северсталью, а «Витязь» дома примет московский «Спартак». Якутяне завоевали 12 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа по шахматам среди юношей и девушек. Турнир прошел во Владивостоке. По итогам состязаний сборная республики стала обладательницей 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. Награды высшего достоинства в копилку команды принесли Никита Пестряков, выступавший в классических шахматах, Арина Васильева, соревновавшаяся в быстрых шахматах, а также Денис Назаров, первенствовавший в обеих дисциплинах. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!